Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо. Наверное, это был главный концерт этого года, который мы ждали, потому что многие концерты у нас так и не отменились, а этот просто постоянно переносился, и мы не были здесь 2 года, вот практически всю эту пандемию, потому что недавно как раз был юбилей первый, или как это, дата, да, 2 года, как вот это все началось. Судя по всему, все-таки есть надежда, что скоро это все заканчивается, уже много таблеток придумали волшебных. Давайте о хорошем. Приятно было, что в объявлении про мобильные телефоны попросили отключить звук, но не просили их убрать. И я вам могу объяснить почему. Потому что мы за то, чтобы вы нас снимали, за то, чтобы вы это все выкладывали. И, во-первых, в этом есть есть плюс для нас и для вас. О нас больше узнают людей, а для вас плюс, конечно, когда тебя снимают, ты всегда больше стараешься. Это чистая правда, только живая музыка. И мы не будем нарушать эту традицию, хотя могли бы. Вот. И сегодня мы привезли сразу 2 новых альбома, потому что пока мы договаривались о том, что мы привезем 1 новый альбом, мы записали еще 1. Но мы не будем играть композиции со 2-го альбома, чтобы был повод приехать еще раз в следующем году. Константин Софьянов, альт-саксофон. Армен Макартычян, бас-гитара. Дмитрий Лугдин сразу на 2 инструментах играет. И буквально одновременно или попеременно на всех барабанах будет играть самый молодой участник нашего коллектива Виталий Эпов. Наш звукорежиссер Игорь Бардашов, он на 2-м этаже, и он отвечает за то, чтобы максимально красиво донести до вас то, что мы попытаемся донести. Альбом называется, который мы привезли. В основном мы сегодня будем играть ту музыку, которая записана на альбоме Newborn. Newborn — это новорожденный, и музыку к этому альбому написал я. И на альбоме играют все те музыканты, которые сегодня на сцене. Я буду по ходу того, как мы будем играть композиции, я буду про них рассказывать. А сейчас уже прям чувствую, пора что-то сыграть.
Большое спасибо. Дмитрий Лугдин. Виталий Эпов, барабаны. Константин Сафьянов, альт-саксофон. И Армен Мукрытычан, бас-гитара. Это была композиция, которая называется «Клуб Шаболовка-37». И она посвящена моей самой любимой программе на телеканале «Россия. Культура». Если вы никогда не смотрели эту программу, я настоятельно рекомендую вам ее начать смотреть. Хорошая программа, очень. Ведущий был даже номинирован на ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу, но проиграл. Но не обидно очень проиграл, потому что вместе с ведущим этой программы вместе проиграли Шац, Лазарева, даже Андрей Малахов и даже Бородина с Бузовой. Мы все проиграли. Проиграли, вот, как, простите, девушку Ивлеева, да? Вот ей мы проиграли, да, мы ей проиграли. Я недавно слушал ее интервью и понял, почему. Вот. Спасибо. А сейчас мы сыграем композицию, которая тоже записана на новом альбоме. Она называется «Игорь Смузи». И она посвящена человеку, который недавно, очень красивая дата у него была, 60 лет. В его случае это совершенно точно ровно половина жизни. Это Игорь Бутман, это вообще блестящий, совершенно невероятный музыкант. Мы с Константином даже много лет, Константин чуть больше, а я чуть-чуть меньше, мы даже работали в его оркестре. Это были не только наши лучшие годы, это были даже лучшие годы оркестра, мне кажется. Костя говорит, что так и было. Вот. И просто Игорь, это, вот, правда, это мой очень близкий друг. Однажды в интервью газете «Коммерсант» он меня назвал русским Крисом Ботти, что, в общем, не совсем правда. Ничего из этого не правда, в общем, если так, вот, подумать. А Игорь, Крис Ботти играет смуз-джаз, поэтому смуз — это, смузи. И плюс еще, так как юбиляр, все-таки мы ему желаем здоровья. Смузи — это такой напиток из здорового питания. Там есть клетчатка, витамины. В общем, да. Смузи для Игоря. Да, и в этой композиции соло сыграет первый альт-саксофон. Первый. Концертмейстер группы саксофонов биг-бенда Игоря Бутмана в прошлом. Хотя, вы знаете, с нами тоже
Бывших не бывает. Константин Софьянов.
Константин Софьянов, альт-саксофон. Константин Софьянов. Дмитрий Лугдин, рояль. Спасибо. Вообще, я посвятил Игорю эту композицию, потому что очень много лет, когда мы с Игорем, кстати, мы с ним никак не можем договориться, потому что ему кажется, что я работал в оркестре 10 лет, а мне кажется, что 11. И я это могу объяснить только тем, что ему со мной было легче. Ну, чем с другими, имеется в виду, чем с Костей, потому что Костя работал больше. И у Игоря есть замечательная совершенно композиция, которая называется «Самбо де Игорь». И вот все годы, которые в оркестре я работал, мы ее играли, она очень красивая. И он говорил, что автор посвятил ее самому себе, потому что никто никогда ничего не посвящал автору. И поэтому «Самбо де Игорь». Вот. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Самбо де Вадим». И я понял, что это хорошая идея, работая в оркестре. Если никто тебе так ничего не посвятил, несмотря на все явные намеки, то, в общем, почему бы не посвятить что-то самому себе? А потом понял, что это не только с музыкой. Вот, хочу обратиться к женщинам. С цветами это тоже работает. Самбо де Вадим.
Виталий Эпов, барабаны. Самый юный участник нашего коллектива Виталий Эпов. Дмитрий Лугдин, рояль. И Константин Софьянов, альт-саксофон. Армен Макритычан, бас-гитара. Еще раз, пожалуйста, поаплодируйте. Константин Софьянов, он не играет в следующей композиции. Константин Софьянов. В названии Newborn, ну, правда, очень много получилось. Вообще, это очень как-то интересно, когда... В общем, у меня очень странная сейчас ассоциация. Вот, когда ты делаешь татуировку, и потом появляется один смысл, второй, и потом какая-то абсолютно философская какая-то серьезная история. Ты можешь объяснить, почему это. Конечно, ну, так не было с альбомом Newborn, но главный смысл был, ну, помимо того, что это моя музыка, во время работы над этим альбомом у меня появилось 2 Newborn одновременно. Да. Им сейчас уже больше 2 лет, и они уже не ньюборны, они уже мальчик и девочка. И сейчас, вообще, когда я стал играть на трубе, мой папа, он сам саксофонист, он сам музыкант, он говорил, ты должен играть на инструменте так, как будто бы объясняешься в любви единственной женщине. И вот, когда у меня в моей жизни появилась моя дочь, во-первых, я узнал, что такое по-настоящему ухаживать за женщиной. Я делаю все, что должна делать мать, отец. Все вообще. Могу заменить, кстати. Я помню, что у меня, если что, у меня еще одна профессия теперь в руках. Могу быть няней хорошей. Вот. И сейчас, безусловно, то, что сейчас прозвучит, это объяснение в любви. Это объяснение в любви к моей дочери. Ее зовут Лея. И композиция называется «Колыбельная Леи».
Дмитрий Лубдин, соло на рояле. Спасибо. Виталий Эпов, Армен Мукртычан. Игорь Бардашов, наш звукорежиссер. Константин Софьянов должен обязательно выйти, потому что без него следующая композиция. Вообще, когда Константин первый раз услышал колыбельную Леи, он сказал, что я ошибаюсь, я написал ее не только для Леи, но и для саксофона. И поэтому я решил, ну, вдруг он прав, как часто бывает, и решил на всякий случай его, ну, не давать ему играть в этой композиции, а в следующей давать. Давай. Следующая композиция... Господи, заговариваюсь немножко. Спасибо. Кстати, мои дети прекрасно знают, что их папа работает трубадуром и ездит по стране, приносит людям смех и радость, а вместе с ним ездят 4 котика. Ну, на всякий случай. И композиция называется «Илашкин блюз». Илашка — это Илай, мой сын. Спасибо Армену, когда альбом был уже написан, и там, в принципе, уже все было, ну, все было. И Армен говорит: слушай, говорит, а давай напишем Илаю блюз. Я подумал, почему бы нет, собственно говоря, когда человеку полгода, самое время написать ему мажорный блюз, си-бемоль мажорный, если быть точным. Илашкин блюз.
Дмитрий Лугдин. Roland RD300JX. Дмитрий Лугдин. Константин Софьянов, альт-саксофон. Армен Макартычян, Виталий Эпов. Спасибо. Спасибо. Кстати, этот альбом мы сегодня привезли. Про него, кстати, есть потрясающая совершенно история. У нас много времени. Мы вообще надолго здесь. Мы прилетели. Для того, чтобы сюда прилететь, мы встали. Я встал 4:30. Ты во сколько, Костя, встал? Раньше, в 4. Раньше Костя не встал никто. Вот. И, в принципе, после концерта у нас масса времени, потому что мы потом едем, в ночь мы едем на автобусе в Казань. И так как автобус везет только нас, мы можем уехать в любое время ночи. В принципе, даже под утро. И поэтому я вам сейчас расскажу очень такую забавную историю. Когда уже альбом был записан, и надо было делать... Вообще мы всегда очень серьезно подходим к дизайну обложки. Я считаю, что вот это должно быть так, чтобы тактильно хотелось вот взять в руки. И там была фотография моя, крупная такая. И она мне, как бы, я сомневался. Вот. Вообще в зале очень много красивых молодых лиц.
И они еще не знают, что со временем в своих фотографиях начинаешь сомневаться чуть больше, чем раньше. Но в этом есть плюс. Вот проходит время, и ты смотришь на ту фотографию, в которой ты сомневался, и понимаешь, что она была очень, очень удачная. И вот как раз моей дочери был год, она у меня так сидела на руке, она очень любит меня сидеть на руке, мы с ней идем мимо подоконника, и вдруг она кричит: «Папа, папа!» И, ребенку год, может крикнуть все, что угодно, конечно, приятно, что папа. И мы проходим мимо подоконника, а там лежит этот альбом уже напечатанный, на нем моя фотография. И тогда дочь говорит: «Папа», берет этот альбом вот так вот и начинает его целовать. И тут я понял, что фотография удачная. Да, и потом я понял, что может сделать каждый для того, чтобы мне понравиться. Нет, не обязательно целовать альбом. Его достаточно просто взять в руки. Но, кстати, Юрий Сергеевич Саульский, он говорил, что скромность – это ближайший путь к неизвестности. И в общем-то, все, что я делаю в этой жизни, это вообще все, что мы делаем, это мы боремся с неизвестностью. И поэтому, конечно, я понял, что я не могу заставлять вас, это очень самонадеянно, слушать только мою музыку. Мы сейчас играем не мою музыку. И как раз в пандемию мы познакомились с совершенно замечательным композитором из Казахстана. Его зовут Эркеш Шакеев. И он написал все хиты группе А-студио. Главные хиты: «Нелюбимая», «Солдат любви». Оказалось, что в нашем жанре у него есть много музыки. И мы сделали вместе, как мне кажется, очень хороший альбом. Мы его тоже сегодня привезли. Мы его играть сегодня целиком не будем, чтобы был повод встретиться нам еще раз. Это хороший повод, правда. Да, спасибо. Но мы сейчас сыграем одну композицию с этого альбома. Конечно, это бонус-трек. Вообще мы не думали ее писать, но потом возникло: почему бы нет? Как раз та самая «Нелюбимая», которая прекрасно была и без нас. И поэтому это был вызов, это было очень непросто. Вообще очень трудно играть хорошую музыку, по-другому. Хорошую, но по-другому. Вот плохую играть по-другому проще. А хорошую ее проще сыграть плохо, чем хорошо. Вот. И Эркеш, удивительно, то ли он очень интеллигентный человек, он сказал, что ему понравилось, то ли ему, надеюсь, правда понравилось. И он настоял, что она должна называться «Oblivion». «Oblivion» с нового альбома «Пирс 39».
Константин Софьянов, Дмитрий Лугдин, Виталий Эпов, Армен Укртычан, Игорь Бардашов, наш звукорежиссер. Все спрашивают, почему, иногда спрашивают, почему крио, а не квинтет, группа. Групп очень много, квинтет. Это тоже не совсем правда, потому что нас 5 только на сцене. У нас есть еще очень 2 важных человека. Это, конечно, Игорь Бардашов, наш звукорежиссер. Он свел, он не только концертный звукорежиссер, он свел 2 последних наших альбома, блестяще совершенно. Игорь Бардашов. И еще один важный человек, который сидит в гримерке, работает тоже. Это наш директор, друг, менеджер Сергей Гришачкин, тоже очень важный человек. Большое спасибо вам, что вы были сегодня на концерте. Жалко, что невозможно сделать перерыв, а потом невозможно сделать автограф-сессию. Это некая данность. Скоро готовы уже волшебные таблетки, которые нам дадут возможность, я надеюсь, относиться ко всему чуть легче. Мы обязательно вернемся в следующем году. Мы обязательно привезем программу, которая называется «Пирс-39». Для нас Ижевск, правда, особый город. Он, правда, абсолютно особый. Спасибо вам. И в завершение нашей программы
официальное завершение. Ну, вы, как интеллигентные люди, понимаете, что артист — люди тщеславные. И, в общем-то, уговорить их поиграть еще не так сложно. Но в завершении нашей программы мы сыграем композицию с нового альбома Newborn, которая называется «Прогулка Илая». Кто такой Илай, вы уже знаете. Ну, соответственно, так он гулял, когда ему было полгода. Тогда еще он гулял в коляске. Но потенциал был, безусловно. «Прогулка Илая».
Армен Багратычян, Константин Софьянов, Виталий Эпов, Дмитрий Лугвин, Вадим Ленкрик, Игорь Бардашов, Сергей Гришачкин. Спасибо. Спасибо. В этом месте академические музыканты, наши коллеги, они уходят за сцену, зная, что их позовут. Мы на всякий случай не уходим. Мало ли что. Мы сейчас сыграем еще одну композицию. Спасибо. Она называется 2-2, ту-ту.
Это безусловный отсыл к альбому и композиции великой Майлза Дэвиса «Туту». Очень смешно мне, когда альбом вышел, мне позвонил Игорь Бут, он говорит, ну, понятно детям, понятно мне, посвятил композиции, а Дэвис-то тут при чем? Ну, в общем, конечно, он прав, и, я же не мог уже с альбома ее убрать, она уже... Если честно, ее очень сложно сыграть, потому что на альбоме вообще очень много электроники, там есть какие-то скретчи, диджеи, какие-то фразы, послушайте одним словом, если захотите. И мы сейчас попробуем такую акустическую версию этой композиции. Называется «Туту», 2-2. Знаете, как в том анекдоте про русского туриста, который в Турции просит 2 чая, да, в 22 номер. Тути-ту-ту-ту.
Виталий Эпов, Константин Софьянов, Армен Макротычян, Владимир Ленкрик, Дмитрий Лугвин, Игорь Бардашов. Владимир Ленкрик, Дмитрий Лугвин, Армен Макротычян, Константин Софьянов, Виталий Эпов, большое спасибо. Мы обязательно приедем в следующем году. Мы ждем каждый раз. Безумно ждем. Мы списываемся, созваниваемся, видимся. И у вас самая лучшая филармония, самая лучшая публика и самое лучшее руководство филармонии тоже. Это правда абсолютно. Мы сыграем еще одну композицию для тех, кто не ушел. Ну, правда, нам так хочется. Композиция с альбома, который называется «Пирс 39», музыку для которого написал Эркеш Шакеев. Мы ее переосмыслили, увидели, аранжировали, сыграли, и нам это очень понравилось. В этом можно признаваться. Вот когда признаешь, что тебе нравится своя музыка, ну, он тебя как-то косо смотрит, а когда чужая, все думают, молодец. Композиция называется «Бразильский блюз». Да, когда нам прислали ее, когда Эркеш нам ее прислал, она была бразильским блюзом. Вот, на альбоме, кстати, с нами играет замечательный кубинский перкуссионист Рэй Фромета, и он еще пригласил парня, который играл на трес-гитаре, и сначала она перестала быть бразильской, она стала кубинской, потом мы ее еще чуть-чуть улучшили, и она перестала быть блюзом. Вот. Но на альбоме оригинальное название автора — «Бразильский блюз», хотя это не бразильский
и не блюз.
Виталий Эпов, Константин Софьянов, Армен Мукатачян, Вадим Ленкрик, Игорь Бардашов, Дмитрий Лугдин. Большое спасибо. Большое спасибо. Мы обязательно приедем в следующем году, несмотря ни на что. Спасибо. Ходите в филармонию, смотрите телеканал «Россия. Культура» и слушайте только хорошую музыку. Большое спасибо. Я уже понял, что вы не уйдете, поэтому кто-то должен сделать это первый, и это будем мы. Спасибо, до новых встреч.